Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Мы долго думали, какое название нашего коллектива. Предложила это название моя супруга. Ныне ее среди нас нету. Ушла из жизни. Предложила Риваят. Какой год получается? Это 11-й год. 11-й год. Да. Риваят вообще означает предание, сказание. Прямо перевод предание. Я думаю, подходит к нашей работе. И как раз таки название коллектива предопределило нашу дальнейшую работу. Именно в каком направлении, ключе работы. Вот я думаю, как назовешь корабль, так и поплывет. Да, так и получилось у нас. А вообще как музыку? Вы профессиональный музыкант? Как вам сказать, у меня нет образования музыкального. Вот, я по образованию театральный режиссер. Я учился в Еламуке. Вот. А по поводу музыки, я сам учился вокалу в частном порядке и работал. Вот, а музыку сам изучал. Хотя ноты, ноты не знаю, движение нот знаю, грамоту немного знаю. Но у нас музыканты грамотные, они с консерваторским образованием, они прекрасные музыканты, и мне они помогают. То есть вы как бы самоучка, но собрали вокруг себя профессионалов, да, получается. Да. А почему, откуда такое прям желание в музыку из театра? Как я сказал, театром я так-то не занимался, да, но я очень благодарен училищу музыкальному, где я учился. Там действительно педагоги с большой буквы, еще с советских времен, они такие закалки. Хорошие руки попали. Да, хотя и заочно учился, но, тем не менее, я, например, исправил себе дефект речи. Я не мог выговаривать буквы, некоторые буквы, я это исправил сам. Я изучал это все. Потом я научился читать стихи, правильно, разбирать стихи, видеть движение стихов, вообще разбирать. Это много дало, как это руководителю. Вот. Поэтому наверняка я работаю сейчас и на радио, и на телевидении работаю. Вот. А почему с музыкой связался? Потому что музыка всегда была во мне, всегда, с детства я пел, не играл. Вот. Когда я до Риваята занимался музыкой, я был солистом, директором коллектива Сорной. Может быть, слышали, да? Давнейший коллектив. И сейчас существует. Вот. Нет, это в Казани, да. Вот. И я познакомился с фольклором. Я познакомился вообще с творчеством народа татарского. И меня завлекло, я увлекся и пошел по этому направлению. И сейчас, почему музыка? Потому что, если фольклор брать, фольклор настолько широкое, насколько необъятное, невозможно его изучить. Именно татарский фольклор. Именно татарский. Вот. А музыка, без музыки невозможно делить, естественно. А у нас в композициях же и музыкальные инструменты, и повествования какие-то стихотворные, и, конечно, танцы, песни, и все другое, и с битым, с костюмом связано. То есть прям с элементами шоу? Да, конечно. Да. Много, условно, где вы выступаете, где востребовано ваше творчество? Мы в основном, я говорю по-татарски, Казанда кайнибс. Мы живем, работаем в Казани, потому что Казань город большой, здесь работы хватает, тем более Казань развивается как туристический центр. Мы разрабатываем программы для туристов, для гостей и предлагаем эти программы, разные направления. Вот. И, конечно, нас приглашают в разные регионы Татарстана, район Татарстана, регион России приглашают. Вот. И, конечно, за границу приглашают, где нужно представлять культуру татар. И я думаю, мы с этой задачей прекрасно справляемся. Где в последний раз за пределы Татарстана были? Подойдите. Ой, так, где мы были? В Туркменистане были, в Казахстане, в Узбекистане был. Недавно, да. И как похоже, татарская музыка, что говорят ваши слушатели на среднеазиатскую музыку? Знаете, у нас же тюркская музыка, большей части, наверное. Больше тюркская, нежели татарская, так скажем. Даже так. Да, потому что чем глубже изучаем музыку татарскую, тем убеждаешь, что
корни-то у нас одинаковые. Вот. А что у музыки нет языка, так скажем. Потому что вот мы же слушаем иностранную музыку. Ну да. Нам слова не обязательно. Нам нравится музыка, нам нравится инструмент, подача, вот это все. То же самое с нашей стороны. То, что идет от чистого сердца, остается навсегда. Поэтому мы работаем от души. Где-то, может быть, какие-то шероховатости при выступлении. Это все сглаживается, когда ты идешь от чистого сердца. Вот. Ну, вашему коллективу, получается, сейчас уже 13 лет, да? Да. Что он из себя представляет и вот какие этапы он прошел? Сейчас полное название нашего коллектива тюрко-татарская этногруппа. Да. Мы как назывались раньше и ансамбль тюрко-татарской этники. Сейчас скажу. Сначала назывались мы фольклорным коллективом, просто фольклорным. Сейчас Да, этногруппа сейчас называют, потому что в чем разница? по большому счету это те же яйца, только сбоку. Фольклор и этнос слово одно и то же, просто разных языков, оно одно означает слово народ. Вот. Просто восприятия разные. Ну, фольклор, понятно, у фольклора есть определенные границы, через которые нельзя выходить. Фольклор. Да. То есть чисто народный. А этническое здесь уже коллаборация идет. Тоже коллаборация с понятием этнической музыки, песни и так далее. Вот. Обрабатываем музыку как хотим. Вот в этом плане здесь посвободнее будет. Сейчас у нас в коллективе 15 человек. Да, 15 человек. У нас два состава. Да. Ну, знаете, большой коллектив, у нас два состава. Один состав у нас исполнение живой музыки. Как раз без фонограммов. Живыми инструментами. А где вы выступаете на концертах или мероприятиях? Вот как раз приглашаю вот именно живое исполнение, этническое, старинное, редко приглашаю. Потому что на мероприятиях, вот частных мероприятиях, это вообще не востребовано. Не востребовано. Может быть востребовано где-то в каких-то, например, таких же изданиях каких-нибудь, да, какие-то необычные концерты. Живое исполнение приглашают за границу. Вот, там не принимают, в большинстве случаев не воспринимают фонограмму, нужно именно живое исполнение, живые инструменты. Согласно вы? Да, я солист, я и пою, я играю на разных инструментах, я и танцую, я и веду. Вот такой универсал. И у нас в коллективе тоже универсалы. Кто приходит, допустим, поет, учим танцевать и играть на простых инструментах. Вот, стараемся универсалы. То есть, получается, вживую вы исполняете, скажем, выездные, да, получается, этнические мотивы, а получается, на мероприятиях вы классическую татарскую музыку исполняете. Классическая, да, то, что мы с горлошками встречаем, битады. То есть это свадьбы, никахи? Да, свадьбы, никахи, потому что это время диктует. Без этого никак. Потому что нам же нужно жить, зарабатывать. То есть вы на самоокупаемости, вас никто да, не жить? Мы сами себя хозяева, как говорят, свободные художники, сейчас модные слова. Не тяжело? Всякие времена есть. Волка ноги кормят, мы работаем, двигаемся, сколько заработали, все наше. Но, естественно, мы вкладываемся в творчество. Вот именно такое настоящее творчество. Но нет, и вот люди интересуются тем, что мы делаем, именно историческое. Вот на больших площадках нашей республики и в других республиках мы выступаем. Потому что, видите, действительно у нас интересные мотивы, интересные композиции. А коллектив у вас, проблема, молодежь приходит или все это уже люди? Молодежь приходит, мне часто звонят, говорят, хотим ваш коллектив, приглашайте нас. Но мало кто сможет остаться в нашем коллективе, потому что есть прекрасные вокалисты, есть прекрасные танцоры, но этого мало. Нужно, во-первых, коллективное видение, нужно в коллективе уметь работать. Солисты, например, приходят, они поют здорово, что мне один солист стоит и поет, а нужно, чтобы в коллективе был курай. Вот, наверное, ошибка многих, то, что люди же, они нравятся им, вот это наше, вот это не наше, вот это
все, условности, вот это границы, везде границы ставят, да. Это нам мешает в какой-то мере. Вообще понятие нации – это молодое понятие. Это еще после французской революции где-то. Там другие понятия были, люди по-другому мыслили. Вот. И появилось понятие нации. Вот мы, допустим, это нация, мы татары, мы вот, другие нации. И поэтому у нас возникают споры и по поводу музыки, и по поводу музыкальных инструментов. Вот. Как говорится, кто не спел, тот и съел. Но несколько десятков лет назад башкиры, они молодцы. Они взяли инструмент за основу. Они его подняли на мировой уровень, на хороший уровень. Да, были такие инструменты. Серьезно. И вот начинают люди интересоваться, копаться. Некоторые коллективы спрашивают: отдайте, пожалуйста, вашу музыку. Мы хореографию сделаем. Или дайте нам, пожалуйста, музыку, мы подложку будем использовать, или в рекламах будем использовать. Таких, то есть растет интерес. Вот интерес разбудить. Мы идем в школах, выступаем в школах, в садиках, дети приходят: а что за инструмент? А можно мы научимся играть? И на следующий день идут записываться в музыкальную школу. Записывают, допустим, играть на мандолине, допустим, да. Вот. А вот родить, главное, чтобы был интерес. А вот разница между сазом, домброй, мандолиной и кирпивизом. Какая, в чем разница? Разница тоже нет? Нет, родственные инструменты, далекие родственные инструменты. Вот на всех инструментах, которые вы перечислили, играли татары. Да. Но в разных исторических периодах играли. Ну, например, мандолина. Это на мандолине играли татар аксияклары, как будет по-русски, да? Знатные. Да, знает татарские играли. Тут же Муса Джалил играл, Габдулла Тукай играл. То есть это в начале 20 века, да, популярная. Да. Обычные там в деревнях не играли на инструментах. Учителя татарская играла на таких инструментах. Вот сейчас мандолина вышла из обихода. Все. Сейчас и не обучает, нигде нет такому. Оно вышло. Вот определенный период после революции он поднялся вот так вот, и все, ушел. Сейчас вместо него гармошка. Гармонь пришла, да? Ну, гармошка тоже уходит потихоньку. Вот. Синтезатор меняется? Да. Вот. Ну, исторические периоды. Какой-то инструмент дольше задерживался, какой-то меньше. Саз и домбра, когда Саз, думбра. Ну, думбра и саз — это разные инструменты. Думбра — это же у нас такой цепной инструмент, да. Это уже больше кыпчакское, больше кочевой инструмент, кочевых народов. А саз — это диванный инструмент, скажется, саз-диван. Это милитарный инструмент. Использовали во дворцах. То есть придворный инструмент, придворная музыка. Он, как и разные другие инструменты, он пришел к нам с Востока, с Азии пришло. Там же макан, луган мы называем, да. Это с верой, с мусульманской верой пришло к нам и музыка, и Коран пришел, и как бы учение, так скажем, фарсы. Это инструмент персидской культуры, да? Персидской, арабской, да, культура пришла вместе с мусульманством, так скажем. Вот. Это же у нас единая среда. Вот это вся среда, единая культура идет. Вот. Поэтому, естественно, культурный обмен идет. Происходит понимание, откуда берется тот или иной инструмент и ханкадо. Вот, и сейчас эта рубрика, это направление выходит и в YouTube-канале. Я увидел. И сейчас, слава богу, мы сделали концертный формат. Концертный формат Молсандага, музыкальный сундук. И это для детей, что очень важно для детей. Это интерактивная программа. То есть это, что она себя представляет? Где вы ее показываете? Программа идет 60 минут. 65 минут. Да. И она театрализована. Первый раз мы презентовали на концертном зале Акият, на Казани. В театре. Да, мы разработали вместе с Марианой Герасимовой. Разработали прямо футажи сделали, записи сделали интересные. И у нас главную роль играет Тенгри.